Добрый день, уважаемый читатель «Кактус Медиа». В нашей студии сегодня депутат Джургу Кенеша 7-го созыва, лидер партии фракции Бютун Кыргызстан Адахан Кимсанбаевич Мадумаров. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о политической ситуации в Кыргызстане. Адахан Кимсанбаевич, новая сессия началась и, к сожалению, с не очень хорошими новостями. Обсуждение депутатов началось с того, что девочка, 14-летняя школьница в Канмажае, была изнасилована и убита. Да. Депутаты некоторые предлагали ввести смертную казнь. Но вопрос в другом. Почему в нашей стране, где правоохранительные органы есть, где есть законы, где глава Госкомитета нацбезопасности почти каждую неделю открывает эти новые здания для управления ГКМБ, о самой безопасности говорить не приходится? Почему так происходит? Потому что общество еще не научилось контролировать власть, спрашивать у власти и указывать власти. Общество должно требовать. Парламент – это делегированная часть общества в государственном управлении в виде законодательной ветви власти. Помимо этого, есть у парламента полномочия контролировать исполнение законов. Но, к сожалению, насколько политически подкована власть, это зависит от подкованности самого общества. Потому что это общество формирует власть в силу своих возможностей, своих представлений, своих ценностей. Кого они делегируют туда? Вот в чем вопрос. Самый главный вопрос – кого делегирует общество? Качественный состав парламента, независимость парламента, готовность парламента или подготовленность парламента принимать участие в государственном управлении. К сожалению, она очень низкая, уровень очень низкий. Многие представители народа даже не понимают принципы разделения власти. Конституционные какие-то там полномочия. У них представление очень-очень плачевное, мягко говоря. Исходя из этого, у нас в Кыргызстане идет беззаконие. Никто ни за что не отвечает. Почему? Потому что некому спрашивать. Особенно исполнительная ветвь власти, а сегодня практически вся власть сосредоточена в руках одного человека. Если этот человек подготовленный, если этот человек по-настоящему патриотически настроенный, а не на словах, если этот человек по-настоящему хочет что-то изменить в этом государстве, то эта власть как никогда очень нужная, кстати. А вот тогда, когда человек неподготовленный, не имеет перед собой представления, как надо двигаться, куда надо двигаться, с чем надо двигаться и куда надо прийти, эта власть опасна. Понимаете, это все равно, что маленькому ребенку отдать бритву. Это очень опасно. Хотя бритва – это очень полезная вещь в умелых руках, потому что мужчинам это необходимо. А вот человек неподготовленный, взять и сосредоточить всю полноту власти в своих руках – это очень опасно, что сегодня мы видим, наблюдаем в нашей стране. Вы говорите о неподготовленности депутатов. Да. И на первом заседании вы говорили, что избиратели уже предлагают
распустить парламент. И А вы не против, да? этого? Из-за безысходности. Они же понимают, они наблюдают, мы же прозрачно работаем, открыто работаем. Они видят уровень нашего парламента. И когда депутаты поднимают каких-то вопросов, в какой форме они преподносят эти вопросы, как формулируют свои вопросы, видят, но общество-то не совсем, у нас, слава богу, есть думающая часть населения. Вот они видят, им это стыдно, что парламент находится на таком очень плачевном, низком уровне. И из-за безысходности, это крик души, если вы не способны решать эти вопросы, тогда незачем вам сидеть. Вот такие вопросы очень часто слышали во время месячного каникула, когда мы встречались с народом, просто ходили по селам, по улицам ходили там, и у них, в общем, такое мнение. Рейтинг сегодняшнего парламента достаточно низкий. Рейтинг президента еще ниже. Понимаете? Рейтинг исполнительной власти не выше. Рейтинг судебной ветви власти тоже абсолютное недоверие. И в результате у нас получается безвластие и в то же время сильная власть. Да? Они готовы руки сломать, они готовы язык вырвать, они готовы там пух и прах разнести инакомыслящих. Но в то же время чувствуется она бессильная власть. Бессильная, потому что она не пользуется авторитетом, она не опирается на народ. Напрочь отсутствует доверие со стороны народа, населения к этой власти. А любая власть, какая бы она ни была, если не опирается на собственный народ, то она бессильна. Это просто антураж, что мы представляем государственную власть или там на что-то способны. Нет, нет, это просто декларативные какие-то там заявления, и не более того. А насколько вероятен распуск парламента в нынешних реалиях? В нынешних реалиях этот парламент вполне устраивает сегодняшнюю власть, вполне устраивает, потому что они формировали, они привели их туда. Как в свое время Алмаз Шаршенович говорил, что зря я его протащил. Так? С горечью, с сожалением, заявил об этом на весь мир. И сегодняшний парламент приведен именно сегодняшней властью. Но сват Садыра Джапарова, Акылбек Тумунбаев, отвечая, комментируя ваши слова, тоже говорит, что не против сдать свой мандат, чтобы в парламент пришли достойные люди. Не является ли это попыткой снова провести выборы, но в новый созыв Джорху Кенеша не позволить прийти вам и вашей фракции? Это уже не получится. Потому что народ уже понял, кто есть кто. Народ уже почувствовал свою ответственность, народ почувствовал свою ошибку. Понимаете? На этой волне проводить досрочные выборы для власти – это самоубийство. И, кстати, под той новостью о том, что вы согласны на распуск, наши читатели писали, что вам необходимо начать процедуру объявления импичмента нашему президенту. Это возможно сейчас сделать? Это возможно, на то есть несколько причин. Во-первых, по Конституции президент не имеет права вмешиваться в деятельность парламента, а не вмешивается. Много примеров. Второе, несколько раз очень достаточно серьезные заявления, не соответствующие действительности, он делал, потом опровергал эти же заявления. Того же вопрос по Комтора. Сначала говорил, что кто говорит национализировать Комтор, тот не меньше, не больше манкурт, он так назвал. А потом все-таки национализировалось. Так ведь? Говорит о том, что таких людей, как Акылбек Джапаров, у его в команде не будет. Это не то, что в команде, он сейчас главный человек, главная скрипка.
знаете, мы со счета собьемся, если будем считать, сколько раз говорил одно, а поступает совсем по-другому. Давайте не будем, оставим в покое. Для нас есть более важные вопросы, наверное, к сегодняшнему нашему обсуждению. Ну, допустим, если вы вдруг начнете инициацию эту, вряд ли Джуркул Кенеш, который был приведен им, пойдет на это, правильно? Ну, ваши коллеги задавали мне вопрос по золоте. Угу. По 19 тонн золота, а сегодня уже 31 тонн, да? Вопрос поднимается от 31 тонна там. Я тогда отвечал, говорил, что для того, чтобы проверить это все, парламентской комиссии не под силу, потому что парламент – это очень зависимый орган. Парламент – это, вы знаете, на сегодняшний день не может выполнять ту задачу, которая возложена по Конституции. Она не способна в силу своей зависимости, в силу своей профессионального качества. Надо создавать государственную комиссию. Независимую государственную комиссию с статусом достаточно высокого уровня. Выше даже парламентской комиссии. Вот тогда, может быть, что-то можно выяснить. А сегодня невозможно, потому что вся силовая структура работает сегодня не в интересах государства, а в интересах 2-3 людей. Это открыто надо говорить. Это ни для кого не секрет. Возможно, я могу оказаться белым попугаем, белой вороной, которые абсолютно не вписываются в эту картинку, да? Но поверьте, тысячи людей, когда со мной здороваются, встречаются, они сжимают руки и говорят: вы абсолютно правы, вы абсолютно правы, вы абсолютно правы. Даже наши коллеги, депутаты, когда выходят из зала, подходят и говорят: вы правы. Которые при этом в зале этого не говорят. Не говорят при этом, да. Потому что всеобщий страх. Страх. А вот там, где страх, Джамиля, это самая опасная ситуация. Когда человек не боится, он не опасен. Согласитесь? А вот когда страх, уже опасно, потому что не можешь предсказать, как поведет себя человек. Этот же парламент буквально если получится какая-то ситуация, они могут развернуться на 180 градусов, как было в случае с Орамбаем Джеймбековым. За 2 часа парламент повернулся так, что как будто с Луны свалились и появились новые депутаты. Так ведь? Поэтому всему свое время. Будем ждать, как в известном фильме говорили. Будем ждать. Наверное, все-таки проснемся. Но у нас ведь были организованы государственные комиссии, которые исследовали вопрос гибели 2 заключенных в СИЗО ГКМБ. И как таковых результатов не дали. Вы думаете, эта комиссия Это сможет? не государственная комиссия. Это просто комиссия по расследованию. Видимо, там главную роль играет омбудсмен Кыргызской республики. В рамках Председателем одной из комиссий был Эдиль Байсалов. Он кем является? Заместитель председателя Вот кабинета этим все сказано. по социальной политике. Вот этим все сказано. Понимаете? Это страшно. А вот когда государственная комиссия создается вот председателем или членами этой комиссии должны стать те люди, которые абсолютно ни от законодателей, ни от исполнительной, ни от судебной власти независимые люди. Понимаете? Со статусом государственности. У нас есть такие независимые? А это в полномочия парламента входит формировать, инициировать создание государственной комиссии. Но, к сожалению, эта инициатива, я же говорю, как только поднимешь эту инициативу, максимум получишь 12 человек, 12 голосов. Остальные-то там завтра будет ругать со мной, ругаться будет, по СМС управляется. Это тоже факт. Откуда? По-моему, все жители Кыргызстана понимают, как управляется этот парламент. Но никто не хочет говорить об этом. И вы целый год говорили о том, что нужно регламент принять Джуркул Кенеша. Да, с первого дня, потому что регламент – это внутренний документ. Хотя это конституционный закон.
Сегодня его статус уравняли рядовым законом. Жоғарғы кеңеш, парламент – это конституционный орган. Конституционный орган деятельность этого органа должны регулироваться конституционным законом, каковым является закон о Генеральной прокуратуре, закон о Верховном суде, закон о президенте, закон о правительстве, даже закон о Центральной избирательной комиссии. Вы понимаете, вот если человек, я же говорил, не подготовленный к государственному управлению, он не имеет представления, что за орган, каким статусом должны реализовать свои конституционные полномочия, тогда этот человек будет вносить такой хаос, такой бардак, каковым сегодня является сегодняшний парламент. Видите ли, с первых дней мы должны работать в соответствии с этим регламентом, с этим законом, потому что по новой конституции полномочия парламента достаточно срезаны. А как мы должны тогда действовать? На что мы имеем право, на что не имеем права? Вот уже 9-й месяц заканчивается, мы еще до сих пор не определились. Это не украшает, мягко говоря, наш парламент. И тогда, когда говорят, что мы должны делать, столько депутатов давали предложения, нам пришлось послушать, учитывать все мнения. Извините меня, этот же регламент определяет срок подачи предложения сроком 10 календарных рабочих дней. 10, не более. На 11-й день уже твои предложения не принимаются. Но, к сожалению, эти люди тоже сами не читают этот регламент. Ну что поделаешь? А вы согласны с теми возражениями, с которыми законопроект вернулся? Нет, эти возражения, исходя не из государственных интересов, а исходя из того, что я этого не хочу. Мне это не нравится. Давайте мы сделаем вот так. А вот если задашь вопрос «почему?», как я вчера в комитете задавал вопрос, нет ответа. А в ответ тишина. Им просто так хочется. Вот вчера хороший закон. Закон о чрезвычайной ситуации. Извините, я заместителю министра задал вопрос. Значит, деятельность регламентируется международными соглашениями, далее идет, а также национальным законодательством нашей страны. Они убирают в соответствии с законодательством Кыргызской республики. Я задал вопрос, почему? А он не знает. Я второй раз задаю вопрос, он говорит, это мнение Министерства юстиции. Я говорю, а кто конкретно из Министерства юстиции? Тоже ответа нет. Это просто кому-то так захотелось. Если мы убираем эту норму, тогда Кыргызстан попадает в правовую зависимость. Над нашими законодательствами будет верховенствовать международные соглашения. А международные соглашения, когда они подписывают, без ведома парламента можно подписать. Это опасно, очень опасно. Мы теряем суверенитет. Поэтому мы вернули, и хочу выразить благодарность своим коллегам комитета, которые поняли и вернули, что в первом чтении будем рассматривать в режиме первого чтения. Посмотрим, что получится. Вернемся к заседанию Чуркукенеша. На втором заседании Акылбек Тумумбаев, снова комментируя ваши слова, говорит, что вы хотите стать президентом. Об этом говорил и Балбак Зарлыкович Тулебаев на прошлой сессии. Насколько вы им хотите стать? Ну, может, им снятся эти сны, им страшно становится. Не знаю, я об этом еще не заявлял. Вот я же говорю, за меня принимают решение, а потом бунтарем называют меня. Они принимают решения. Они, видимо, наверное, много понимают, много изучают. Они считают себя опытными политиками и думают, что они способны читать мысли Мадумарова. Но если они заявляют, флаг им в руки, полный вперед. Но не надо так бояться. Когда обсуждали эту трагедию снова в Кадамжанском районе, Джанар Акаев говорил,
что было бы неплохо внести изменения в Конституцию. Ну, это необходимо для того, чтобы ввести смертную казнь. И, говорит, между делом можно было уравнять снова 3 ветви власти: законодательную, исполнительную, президента. На это пойдут ваши коллеги? И даже нет. Да, коллеги, которых привели. Если им скажут «надо», пойдут. Но им же не скажут, что надо приравнивать функции. Тогда не надо. Вы же прекрасно знаете ситуацию, что когда мы принимали закон о игорном бизнесе, проще говоря, казино, они же с нарушением Конституции приняли же. Они же чихать не хотели на Конституцию, чихать не хотели на конституционный закон, каковым является регламент. По сегодняшний день этот закон не отменен, и этот закон имеет силу конституционного закона. До этого всегда, да, если количество зарегистрированных не соответствовало количеству проголосовавших, возвращались 10-й раз, 12-й раз, 15-й раз возвращались. А вот как только закон принимается о казино, этот закон не работает. И самое страшное, Джамиля, самое страшное то, что спикер, а сегодня уже он заслуженный юрист, Заслуженный, да. спрашивает заведующего отдела, юридическим отделом, говорит: определите, мы правильно приняли решение? И этот молодой человек выходит К трибуне такой деловой. к трибуне и говорит: в соответствии с Конституцией это правильно. То есть он растолковал за буквально там 5-7 секунд конституционную статью. Так как Статью надо. Конституции растолковал. Хотя толкование Конституции по Конституции этой же возложено только на Конституционный суд. Даже парламент, 90 депутатов не имеет права толковать Конституцию. Жесткая норма это. Абсолютная норма. У нас один человек, заведующий отделом, растолковал и дал ответ, нужный ответ спикеру. И вы на него намекали, когда говорили, что умные люди в юридическом отделе до сих пор не сказали, что без регламента работать нельзя. Да. Да. Я надеюсь, он понял, что вы о нем говорили тогда. Ну, понимаете, ведь каждое мое слово любой человек имеет право принимать на себя. Думать, что он и есть этот человек. Потому что в течение 9 месяцев, во время обсуждения, толкования, во время там каких-то споров, законов, проекта законов, я никогда не обращаюсь к конкретному человеку. Я не произношу ни одну фамилию, ни одного имени. Но почему-то после меня выходят и набросаются только на Мудумарова. Знаете почему? Потому что у них навряд ли есть мысли вокруг этого закона. Потому что они не читают этот закон. Им легче броситься на Мудумарова и при этом, наверное, вечером получают какие-то там похвальные слова в свой адрес. Или будет расти дальше там, или показывает, что он не зря сидит в этом зале. Я не знаю, какие мотивации у них. И при этом комментируют ваши слова, что нельзя делать. Да. И называют ваше имя, что Да. тоже запрещено. Да, во-первых. Во-вторых, если я неправильно рассуждаю, тогда они должны говорить, в чем я не прав. Вот, допустим, 15 статья. В чем я не прав, скажи. Но нет ответа. Они не вокруг 15 статьи или там 7 статьи, или 5 пункта, или 9 подпункта. Нет, это они обсуждают мое поведение, мой характер. Они обсуждают меня, но ни в коем случае проект закона. Это, между прочим, как они любят говорить, впервые за 31 год вот такой вот парламент. За годы независимости За годы независимости такого не было. Вот мы в 1-м, 2-м, 3-м, 4-м созыве, вы знаете, доходили до того, что до 2 часов ночи сидели, работали,
Но никогда по персоналиям Мадумарова не обсуждал этот парламент. Но сегодняшний 7-й созыв, это просто они рекорд устанавливают. Любое выступление Мадумарова подвергается ревизии. Вот. Обязательно должен кто-то высказать. И в последнее время мне говорят, а почему не отвечаете? Я говорю, я даже не слушаю, что они говорят. Потому что я заранее знаю, о чем они будут говорить. И более того, я знаю, почему они так говорят. И дальше могу знать, кто сказал, чтобы он так сказал. Вот опыт позволяет. Поэтому я не слушаю, когда мне отвечают или когда меня обсуждают. У меня есть более важные другие вопросы. Я не успеваю прочитать даже те законопроекты, которые предлагается обсудить в парламенте. Это важнее, это интереснее, согласитесь. Читать проект закона, нежели слушать эти рассуждения философские. Наверное, соглашусь. Вы коснулись звания юриста Таланта Мамытова. Давайте о звании Камчия Ташиева поговорим. За что, по вашему мнению, он получил Батыра? Друг. Друг. Ведь не зря же, сколько лет назад было сказано, в Кыргызстане лучше быть госсекретарем, чем госсекретарем. Было такое. Было. Вот отсюда и делайте выводы. Ну, как-то же надо совесть иметь, Ну, чтобы вот так вот в лицо раз и но звание. в самом начале нашего разговора я же говорил, что общество, если не контролирует, я же приводил пример из истории императора Калигулы, римского императора, который назначил своего коня сенатором. Так? Этот конь принимал участие в заседании Сената? Принимал. Находился в зале заседания Сената? Находился. Хотя был привязан. Какая разница? У нас тоже привязанные сидят. Так? Скажут всем собраться, соберутся. Скажут всем выступить, выступят. Вот тем самым Калигула не хотел возвеличить авторитет своего коня. Он просто дал понять, указал место каждому сенатору, что я на тебя обращаюсь как на своего коня. Вот так, к сожалению, очень заслуженные люди сегодня уравнялись. Вот когда дает народный поэт, да, народный писатель, вот теперь можете себя в один ряд поставить Чингиза Айтматова, Төлегена Касымбекова, да, Касымалы Жантөшева, да, классиков, в один ряд с сегодняшними народными писателями. Разве можно ставить Алыкулова Осмонова, Жомарта Бөкөнбаева, Жолона Мамытова, да, и классиков Шукурбека Бешеналиева, Байдылда Сарногоева? Вот с сегодняшними народными поэтами разве можно? Или даже не народный, он народный не получил, Рыспай Абдыкадыров. Он заслуженный артист. А сегодняшние народные артисты? Как вы на это смотрите? Как можно стать народным артистом Кыргызской республики Сүймөнкулу Чокморова и Болоту Бешеналиева, да? И сегодняшним народным артистом? Как? За какие роли? То же самое звание. Генералы выдаются, там, присваиваются, там, героями становятся. За что? За что? За какие заслуги? Это, конечно, удар по государственности, по понятиям. Знаете, государство и государственное должно быть нечто святое. Да? Какая-то секретность должна быть, какая-то святость должна быть, сакральность. А у нас все сакральности утеряны. Вот общество, которое не имеет таких святых каких-то там понятий, это очень опасное общество. Сегодня одно говоришь, раз поворачивается туда, появляется другой человек, говорит о другом, он тут же разворачивается в эту сторону. Вот это вот самостоятельное мышление, самостоятельно размышлять, самостоятельно оценивать ситуацию и делать самостоятельные выводы не дано. Потому что столько фейков работает, причем сознательно работает,
как в свое время Садыр Джапаров хвастался, что он, сидя там, создал сколько там аккаунтов, я даже этого слова не знал. Вот. Более 1000, по-моему. Вот, пожалуйста. А в каждом аккаунте, говорит, сидят по 25 человек. А сегодня даже не 25 человек сидит, сегодня один человек сидит от имени 25. Они на этом зарабатывают. Это самое страшное явление, это информационная безопасность. Сегодня у нас население не верит ни одной информации. Пусть это даже трижды проверенная и правдивая информация, они говорят фейк. Вот как вчера золото, да? Пресс-секретарь говорит, это 16-го года. 16-го года Сабыр Джапаров не то что оказаться там в этом заводе, он не мог оказаться даже в Турции. Мы же понимаем. А потом говорят, нет, это было так, это было. А потом его же советник говорит, нет, это мороженое. Вы знаете, вот как раз это яркий пример того, что нету сакральности власти. Нет. Потеряно. Мы все растоптали. Мы все выровняли. Что академик, да, что абсолютно не имеющий образования, безграмотный, одинаково ведут себя. И этот человек, который не имеет никакого образования, может запросто задавить академика, и народ будет аплодировать. Аплодировать будет, что он его задавил. В силу своего нахальства. Академик может проиграть. В силу своей культурности. Вы понимаете? Согласны со мной? Да. Даже на улице, если какой-то более-менее известный человек идет, на него, скажем, придираются пьяные достаточно люди. Если он их оскорбил, они закричали, народ собрался, этого известного знаменитого человека будет осуждать. Вот такие ценности у нас сегодня в Кыргызстане. К сожалению, это наше с вами общество. А как жить в этом обществе? Вот смотрите, мы в первом, втором, четвертом созыве, третьем созыве депутаты боялись показываться, выпячиваться. А сегодня наоборот, если ты не показываешься, да, какими богатствами владеешь, какими там достояниями там владеешь, это уже не полноценный человек, надо показывать. А вот эта скромность становится уже осуждаемым явлением. Культура, образованность становится уже осуждаемым явлением. Ведь не зря же говорят, вы часто обижаетесь на других людей, говоря, что я же ничего не сделал для них плохого. Почему они меня не любят? Вы заблуждаетесь, говорят. Только лишь из-за того, что вы не похожи на них, вы их раздражаете. Вот поэтому вот эта вот опасность, не только продовольственная безопасность, информационная безопасность, религиозная безопасность, территориальная безопасность, эпидемиологическая безопасность, тектоническая безопасность. Нет, дорогие мои, есть внутри человека нечто такое, которое опаснее, чем все названные опасности вместе взятые. Вот эта вот бесчеловечность, вот эта бескультурие, безнравственность, необразованность. Понимаете, вот эта вот люмпенизация общества, маргинализация государственной власти приводит к разрушению, катастрофическому разрушению. Восстанавливать будет очень тяжело. Очень будет тяжело. Сегодня уже восстанавливать тяжело. И они говорят, кадровый голод. Нет, не кадровый голод. Это ваша близорукость. Есть великолепные подготовленные жигиттер кыздар бар. Я прям смотришь, завидуешь. Есть очень подготовленные девочки молодые, да? Есть подготовленные женщины. Есть молодые ребята, есть зрелые мужчины, которые там способны сегодня принести максимум пользы. Но у них есть один недостаток. Они не умеют прогибаться. У них, наверное, спина слишком жесткая, и
Они не умеют, одним словом, принимать нужную форму. А чем вы тогда так раздражаете друга нашего президента, что он обещает вам то руку выломать, то язык оторвать, то еще что-нибудь? Кто обещал? Друг нашего президента. Ну, это его повседневная манера. Это его нутро, это его суть. Его уже не переделаешь. А его профессиональные качества как глава ГКМБ? Вы как Насчет можете- профессиональных качеств давайте будем молчать, ибо не оскорблять эту профессию. Поняла. А как вы тогда оцениваете деятельность главы Кабмина Акылбека Джапарова? Он вчера сказал, что уйдет с должности не спеша. Ну, он царь. Он управлял и Бакиевым, как хотел. Он манипулировал и с последующими президентами. Этот человек выдвигал на Нобелевскую премию Оскара Акаевича. Вот. Курманбека Сарьевича говорил: ваше превосходительство. Он умеет приспосабливаться. Вот эти люди, о которых я говорил, очень способные в профессиональном плане, не умеют прогибаться, а вот этот человек – это антипод. Он принимает любую форму. Круглую, треугольник, там. Любую форму примет. Как вода. Да, как ртуть. Вода еще более-менее удерживается где-то там. Ртуть. Такие люди очень ценные, нужные люди при любой власти, они очень нужны. Потому что, во-первых, он умеет завораживать миллиард туда, миллиард сюда, и создавать такое впечатление, что никто, кроме него, не может справиться вот этой проблемой или вот этими вопросами. А уровнем ниже люди еще больше верят ему, что именно он и никто другой не может справиться с этим вопросом. А вы говорите, что он управлял Бакиевым. Может быть, он сейчас и Садыром Джапаровым управляет? Безусловно. Поэтому он диктует. Когда уходить, когда приходить, не они решают, это он решает. Потому что изначально первые несколько там месяцев он постепенно будет строить сеть. Когда человек попадет туда, все, хап, после этого он хозяин. Вы поняли, о чем я? Вот так. Ну, Там, где деньги, человек ведь слабое существо. Вот так. а насколько это может нравиться самому Садыру Джапарову, что им так управляют? Это А же- ему деваться некуда, нравится, не нравится, он уже попался. Как рыба, понимаете, вот проглотил, все уже. Либо надо оторвать, так, либо надо подчиняться. Ну, у нас же многие чиновники горделивые же, им собственное достоинство как бы не уронить, не обидеть. Собственное достоинство показывается только прилюдно. За кулисами совсем другие. К сожалению, вот так. Вот перед народом, перед обществом, перед экраном, перед камерой, казалось бы, государственные деятели, а как только ширма закрывается, Боже упаси. Нет, это не так. Это не совсем так. Актеры и политики, они чем-то похожи. На любого актера посмотришь, считаешь, какой же он умный, да? Какой же он красавчик, какой он великолепный человек. А как только копнешь. Поэтому сегодня все становится, все секреты становятся открытым достоянием великих людей. Вот это в какой-то степени разрушает общество, разрушает восприятие человека, и в результате разрушается та система, которая была. К сожалению, прежде чем разрушить Советский Союз, наносились мощнейшие информационные удары,
кем был Ленин, кем был Сталин, кем был Брежнев, кем стал Хрущев, там всякие былицы, небылицы печатались и распространялись, и, знаете, тем самым наносили такой страшный удар по фундаменту Советского Союза, и потом быстро это рухнуло. Как только фундамент расшатался, это здание уже неустойчивое. Ведь Ален Далес же говорил, так, начиная с 49-47 года, буквально через 2 года после Великой Победы, они начали заниматься разрушением Советского Союза. Вот сегодняшняя власть кыргызская занимается этим самым, причем не зная сами об этом. Вот это вот фейки, лживые информации, лжи какие-то там патриоты, лжи какие-то там герои, они наносят такой вред нашему обществу. Знаете, даже бомбу не надо. Ведь общество ведь разлагается, нравственные ценности разлагаются, какие-то там национальные богатства разлагаются, ценности какие-то там разлагаются. И не надо обязательно использовать бомбу. И сегодня, если было раньше как по Тургеневу, да, проблема отцов и детей, а сегодня внутри одного поколения есть разногласия. И одно поколение сегодня делится на несколько частей. Одна группа обучались, скажем, в другой стране, другая группа обучались в другой стране, еще третья группа, еще четвертая группа. Потом они делятся, значит, на европейское, на неевропейское. Потом, значит, внутри одного мусульманского общества там сирийское, там пакистанское, там индусское. Это опасно, это страшно. Это страшно, это очень опасное явление. Кстати, сегодняшняя власть, вместо того, чтобы заниматься такими проблемами, они занимаются только фейковыми какими-то там. И самое страшное, знаете, они сами распространяют, читают с утра до вечера. Страшно, что они сами начинают верить в это. Это очень опасно. Кстати, про фейковую информацию и вообще безопасность. Вы знаете, что в социальных сетях опубликовано свидетельство о расторжении вашего брака? Я не спрашиваю, женились вы там, развелись, это ваше личное мнение. Я думаю, что они тоже не должны обсуждать ваше семейное положение. Но откуда-то документы эти берутся и специально сливаются в сеть. Это что, госмашина специально работает и вытаскивает в нужные моменты документы, чтобы очернить? Я же говорил, что сегодняшняя служба национальной безопасности не занимается государственными вопросами. Они занимаются исключительно борьбой против неугодных людей. Это стало семейной конторой. Это исключительно семейная контора. Когда этот человек заявил, что ваш брат в Чайхане сидит и критикует власть. Он же говорит, у нас есть оперативная. Вот это уровень этого человека, когда брат сидит в Чайхане и разговаривает с соседями, наверное, с односельчанами, да? Он давно на пенсии, пенсионер. И ему это интересно, о чем он же говорит, брат Мадумар. Вместо того, чтобы за ним следить, надо было следить за тем, кто вывозит золото тоннами. Это твоя работа. Это государственная безопасность, а не семейная безопасность. Вот. Была информация, что я после продолжительной тяжелой болезни скончался. Я сам читал. И похороны состоятся в 16:00. Тоже было распространено. Вот этих людей, которые там не имеющие никакой чести и совести, Всевышний всех покарает. Как в свое время Сталин писал, после моей смерти на мою могилу будет бросать всякий мусор. Но ветер великой истории разнесет все, растает по местам и почистит мою могилу. Вот сегодня мы практически становимся свидетелями того предсказания товарища Сталина. Согласитесь?
Сегодня уже про Сталина не говорят так. Наоборот говорят, про Берии абсолютно другие говорят. Вот, пожалуйста, великий менеджер 20 века. Кто? По всем опросам стал Берия. В России проводили опрос. Кого считаете самым популярным человеком в истории России? Сталин в первой тройке. Как Александр Суворов, Петр I и Иосиф Сталин. Вот это и есть великая история, ветер великой истории. Все разнесло. И начинает по полочкам расставлять. К сожалению, человек начинает поздно понимать это все. Особенно мы, кыргызы, как кочевники, быстро можем скакать в любую сторону, куда укажет. Доскакав, можем остановиться и подумать, зачем скакали сюда? Понимаете? Какая необходимость была? Поэтому умение самостоятельно анализировать и делать самостоятельные выводы, это очень дорогого стоит для любого общества. А такие фейковые информации распространяются для того, чтобы отводить внимание народа от более насущных, более правдоподобных вопросов. Ведь когда появляются такие фейки? Тогда, когда раз появилась информация о вывозе, незаконного вывоза золота, бросается эта информация, и люди начинают туда обращать внимание. Когда еще могут быть такое там? Тогда, когда сыновья известных людей в государственной резиденции встречают героя кулачного боя. Когда эти информации появляются? Раз народ начинает обсуждать, тут же получается фейковая другая информация. За это получают бешеные деньги. Власть кыргызская, недоросли, обычно их выписывает из России, из Украины. Они сидят здесь, им управляют, под началом пресс-секретарь президента, марионетка, и он указывает, что надо делать, кому надо делать, когда надо делать, в какой форме надо делать. Вот так. Тут обсуждали, 16 сентября собирается провести мероприятие в честь столетия Чолпонбая Төлеубердиева. 31 августа в Чуңкурчаке провели 200-летие Байтик-Батыра. Это что, попытка дать людям зрелище, когда хлеба не может дать? Тоже так пытаются внимание? Да. Во-первых, попытаться, что через Байтика попытаться, они так думают, что мы понравимся им. Но все это наоборот выходит, в силу безграмотности. Их тоже можно уметь организовать. Вот. Я за 31 год, любимая фраза, как они говорят, да, никогда не было вот таких вот тоев. Я ни разу ни в одном таком в Сабантуе не принимаю участие, категорически. Был только на 1000-летие Манаса эпоса Манас и 120-летие Курманджандатка. Более на таких Сабантуях не принимаю участие. Почему? Вот в Чуңкурчак, во-первых, растоптали сколько угодий. Пастбище. 40 тысяч человек, посчитали там было. Посчитали, хорошо. Какой урон нанесли экологии? Кто посчитал? Если там действительно довольствовались едой и зрелищем, человек 200, наверное. Да? Депутаты, министры, губернаторы там. За счет кого? Скажите мне, банкет. За счет кого этот банкет? А при этом президент рекомендует не заниматься расточительством. Молодец. Молодец. Мы говорим одно, делаем второе, думаем о третьем. Вот вам, пожалуйста, насколько человек может теперь соблюдать его указ. Или его ближайшее окружение. Какие сабантуйчики устраивает. Их родственники какие сабантуйчики устраивает.
выписывает откуда угодно каких артистов. А это же народ видит. Во-первых. Во-вторых, мне тоже коллеги задают вопрос, почему вы ни разу не появляетесь в этих вечерах. Или там тогда, когда Акылбек Джапаров давал чай, да? Званый ужин, как они говорят. За счет кого банкет? Каждая область обязывает, области районов обязывает. А районы, значит, более-менее работающих предприятий обязывает, предпринимателей обязывает. Они матерятся семиэтажными матами. И как ты после этого можешь кушать это угощение? Как? Они же со слезами на глазах принесли сюда. Так? Привезли, поставили. И, наверное, внутри сказали, подавитесь. Кто с такой радостью будет сегодня наливать чай депутатам, министрам? Скажите мне, есть такие люди? Это все делается по принуждению. А там, где есть принуждение, там не надо принимать участие. Это категорически надо отвергать. Что касается столетия Чолпонбая Толебердиева. Чем такие сабантуйчики устраивать, лучше сделай хороший документальный фильм, объяви всему миру, что именно наш Чолпонбай Толебердиев первым в истории Второй мировой войны бросился в дзот. Первым. Он не повторил подвиг Александра Матросова. Он был первым. Потому что его подвиг – это 42-й год, август. А Павлик Морозов, Александр Матросов бросился в дзот в феврале 43-го года. Кто кого повторил? Покажи, докажи, если ты такой грамотный человек. И сделай такой документальный фильм, объяви всему миру, что наш Толебердиев – это первый человек, который за родину, да, за страну бросился в дзот. Вот это приносит больше пользы, нежели ты там зарежешь там 20 или 40 кобыл. Мы должны прекращать вот этот вот сабантуйчики всякие. Что, какой толк Чолпонбаю Толебердиеву от того, что ты сидишь, кушаешь уча? Что толк от этого, скажи мне? А если ты создашь документальный фильм, а еще лучше, если художественный фильм, вот тогда следующему поколению может остаться. А то, что ты там сидел и вальяжно кушал уча, через 2 часа... И даже, может быть, не знаешь, какой подвиг он совершил. К сожалению, многие представления не имеют. Вот так вот. Поэтому эти разные сабантуйчики, разные мероприятия, юбилейчики я изначально не приветствовал и категорически не приветствую. Угу. Вот недавно тоже самое на Иссыкуле, да, отмечали 120-летие Тюгельбая Садыкова. В Таркре, который... Да. Угу. И 90-летие Саидбека Джумадылова. Выдающегося актера. Выдающийся актер. Нет слов. Талантливый, мегаталантливый человек. Но что толку от того, что ты там сабантуйничал? Саидбека Джумадылова. Лучше бы сделал бы памятник, достойный памятник, установил бы в достойном месте, и следующее поколение знало бы, кто такой Саидбек Джумадылов. Вы согласитесь со мной? И что Тюгельбай Садыкбекова? Сними фильм по произведениям Тюгельбая Садыкбекова. И вот тебе память великому человеку. Согласитесь? Но для этого надо уметь ума. Ну, вы говорите, что такие мероприятия проводятся по принуждению. А как вы относитесь к тому, что нашему президенту дарят подарки? Некие дарили. спонсоры. Спонсоры, да? Да, партнеры. А почему 2 года называют... назад никто ничего не дарил ему? По-моему, даже 3 шампура шашлыка не передавали. Почему сегодня такие подарки? Одежда, машины новые в кортеже. Вы знаете, ведь по ментальности наши любят дарить чего-то, а другое дело, как он принимает это.
Проблема не в том, что кто-то что-то дарит, а проблема в том, что он принимает это все. В этом трагедия. Давайте перейдем к вопросам, которые оставили наши читатели под комментариями. У нас тут времени не так много осталось. Вопрос такой. Когда будет организована общественная независимая комиссия по поводу вывоза из страны народного золота и дальнейшей ее продажи, а также о том, что в этом деле замешаны родственники президента и члены правительства? Вы сказали, что комиссия такая должна создаться, но... В любом нормальном государстве, я подчеркиваю слово, в нормальном государстве, тут же парламент должен реагировать и создавать государственную комиссию. Вы помните президента Германии до Штайнмайера, даже до его, вот президент подал в отставку, пользующийся большим авторитетом, подал в отставку. Знаете из-за чего? Выяснилось, что он у одного друга взял кредит для строительства своего дома. Кредит, не подарок. Как любой гражданин Германии взял кредит. Но, к сожалению, оказался, что этот банк его друга, и друг выдал ему кредит. Причем условия одинаковые. Из-за того, что он, будучи президентом, взял кредит у своего друга, подал в отставку. Народ требовал этого? Нет. А что требовал? Внутреннее, скажем, совесть. Ну, в свое время Умурбеку Токтуловичу Бабанову пришлось подать в отставку с поста главы правительства из-за того, что выяснилось... Его вынудили, парламент вынудили подать в отставку за то, что он принял подарок коня. Коня, да. Да. Его вынудили. Тогда еще парламент был парламентом, тогда общество еще было обществом, тогда президент был президентом, более или менее. А сегодня что? Вот так. Сегодня в Джурку-Кенеши те, по вашим словам, кого привели Мы в Джурку-Кенеши? вы были более молодыми, наверное, не помните, когда Аскар Акаевич женил своего сына Айдара. Да, я была очень молода тогда. Да? Да. Вы не помните. Вот, пригласили Филиппа Киркорова на свадьбу. Угу. Общество так сильно осуждало Аскара Акаевича. Так сильно осуждали. Даже я сейчас не помню, семья Аскара Акаевых, по-моему, даже попросила прощения с Кыргызстана. Понимаете? А сегодня что? Сегодня наоборот. Чем больше красуешься, тем больше вот эти вот фейки говорят: молодец, настоящий, он как красиво выступил, вот как хорошо с тобой получится. Вот эти вот фейковая политика, которые вознесли в ранг государственной идеологии, это будет наносить страшнейший удар по государственности, по ценностям. Это разрушает общество. Хотя огромное количество, подавляющая часть нашего населения проклинает. А вот эти фейковые, которые там днем и ночью зарабатывают на этом, вот они наносят. Очень хорошо, что сегодня наш народ, наше общество начали понимать, где фейк, где есть истина. Все, это время тоже проходит. И вот это так пройдет. И это пройдет. Мне кажется, что вот этот процесс пройдет быстрее, чем приходило. Да. Поживем, увидим. Так, следующий вопрос. Как вы думаете, как скоро в Кыргызстане будет организована сильная единая оппозиция, которая сможет принести баланс в политический климат страны и стать теми, кто будет продвигать интересы простого народа? Оппозиция на ровном месте не появится. Оппозиция, я каждый раз выступая открыто говорю, что на сегодняшний день открытая оппозиция – это парламентская фракция «Абитон Кыргызстан». Оппозиция появится тогда, когда есть поддержка этой силы, есть востребованность иного точки зрения, есть востребованность иных
в политических деятелях, вот тогда появится оппозиция. Вот. А так мы, как политическая партия «Бетон Кыргызстан», как фракция «Бетон Кыргызстан», мы на сегодняшний день существуем, мы стоим на одном и том же, мы официально объявили, что мы жесткая оппозиция. А вы расцениваете как оппозицию демократическое движение, в которое входит Равшан Чынбеков? Но они тоже себя называют оппозицией. Вы знаете, есть разные оппозиционеры. Есть такие спонтанные, есть периодические, есть системная оппозиция. Очень хорошо, что есть люди, есть группа людей, которые выходят сегодня в открытую, заявляют, что их не устраивает сегодняшняя ситуация, сегодняшнее состояние. Они задают очень неудобные вопросы для власти. Вот такие люди должны быть, такие группы должны быть, такие партии должны быть, такие объединения должны быть, в обязательном порядке должны быть. Иначе это общество придет к краху. Следующий вопрос. Ситуация на границе с Таджикистаном до сих пор остается открытым. Ситуация открытая. Есть ли у ЖК хоть какие-то идеи по решению этой проблемы? Это надо у героев спрашивать. Они на сегодняшний день уполномочены решать эти вопросы. Какие ошибки вы допустили, когда были спикером? Какие ошибки допускает Садыр Джапаров, по вашему мнению, сейчас? История всех расставит по местам. Любой человек допускает ошибку. Как Владимир Ульянов говорил, плох не тот человек, который допускает ошибки. Плох тот, который не признает эти ошибки и не работает над ошибками. Наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям тоже говорил: только ангелы не ошибаются, пророки не ошибаются. Есть в истории пророки, которые заблудились, ошиблись чуть-чуть. Любой человек заблуждается, любой человек ошибается. Но надо вовремя признавать. И вовремя надо исправлять ошибки. Угу. Еще один вопрос. Если станете президентом, будете привлекать умных друзей и родственников в госслужбе? Вот Тузберджилдан бери. На протяжении 31 года, если я имел огромные возможности устраивать своих родственников туда, куда надо. Меня же критикуют, пишут, что даже своим родным не оказывал поддержку. Да, не оказывал и не буду оказывать. Потому что я не понимаю тех людей, там из одной семьи выходит несколько выдающихся. Никогда этого не бывает, так не бывает, никогда. Вот. Ну, за 31 год у нас были такие. За 31 год, конечно, у нас, потому что новое поколение подрастает, а новое поколение у них другое генетическое развитие, нежели было у нас там, скажем, в наше время. Вот. Если гений брат, то значит последующие должны быть более гениальнее, чем он. Вот так вот получается. Но это не украшает наш народ, это не украшает наше общество. К сожалению, так. Манас тоже был один. Хотя тоже были его родственники, да? Ладно, пусть от другой матери, но были родственниками. Но получились абсолютно антиподы к Манасу. Есть у нас очень многодетные, много семей. Почему-то выходит один человек, а вот подряд все выдающиеся. Я не знаю, не в русской истории, я только помню Орловых, князя Орлова при Екатерине II. Больше не помню. Планируете ли вы, если станете президентом, привлечь к ответственности причастных в вывозе Орхана и Нанды? Не только кража человека, но и другие антиконституционные какие-то действия, антизаконные какие-то действия. Они все должны получить юридическую оценку. Те или иные события должны получить политическую оценку. Не для того, чтобы кого-то там отомстить или там наказать. Нет, для того, чтобы больше не повторялись, чтобы был уроком
для последующего поколения. Ведь почему после 24 марта повторился, скажем, 7 апреля? Потому что ни политического, ни правового анализа не было сделано. А потом уже октябрьские события, тоже исходя из этого. Безнаказанность порождает преступность. Мгм. Я думаю, этот же ответ можно дать на следующий вопрос. Сможет ли народ рассчитывать на беспристрастное расследование всех убийств в СИЗО после ухода нынешней власти? Да. Следующий вопрос. Сможете ли вы навести порядок на границе? И обоснованно ли Садыр Джапаров считает вас виноватым в сегодняшней проблеме на границе? Ну, Садыр Джапаров, знаете, когда в марте пришли новые люди к власти, долгое время говорили, вот Акаев, 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 Акаев. Потом пришли другие люди, говорили, вот Бакиев, 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 Бакиев. Вот идут по тротуару, споткнется, скажет, не, Бакиев-то. Вот. Пришли друзья. То же самое, говорит, ну, это было раньше, у нас не будет, этого не повторится. Пришли эти. Ведь это было раньше, больше не повторится. А для того, чтобы кого-то надо же показывать плохим человеком перед обществом, Мадумаров лучшая кандидатура. Почему? Потому что Мадумаров для них страшен. Мадумаров претендует на что-то. Мадумаров в открытую говорит. И все силы надо бросить на Мадумарова. И они бросают. Они борются со мной. Пускай хоть так борются, что, а то иначе совсем уснули бы. Ну и последний вопрос. У Кыргызстана есть хоть малейшая надежда на светлое будущее? Как раз я возвращаюсь к первому предложению, ответу первого вопроса. Это зависит от общества. От общества зависит. Мы достойны на лучшее? Покажите. Хотите лучше жить, уважаемое общество, уважаемый народ? Боритесь. Боритесь. Никто, ни один человек, хоть у него будет 3 головы или 7 голов, ничего не сделает, если этого не захочет само общество. Не зря Мустафа Кемаль Ататюрк за короткое время, которое создал республику, сегодняшнюю Турцию, говорил, спящий народ либо исчезнет, либо пробуждается рабом. Спящий народ. Это не в прямом смысле слова спящий народ. Имеется в виду именно такой народ, который абсолютно равнодушен ко всему. Вот посмотрите на последние выборы. Сколько процентов? 31%. Это говорится о том, что из 100 человек только 31 принимают участие. И то больше половины из них пошли туда только лишь за то, что им заплатили. А это как в будущем будет формироваться это общество, если ты равнодушен, сосед равнодушен, улица равнодушная, село равнодушное, город равнодушный? Кто будет формировать наше общество? Кто будет формировать нашу власть? Кто будет требовать и кто будет контролировать эту власть? Ведь это же от общества зависит. Поэтому насколько наше общество будет политически подковано и готово контролировать, от этого зависит и настоящее, и будущее нашей страны. Хочется сказать, общество, проснись. Просыпайся, просыпайся, потому что мир меняется не каждым днем, мир меняется каждым часом. Мир меняется, появляются новые вызовы, появляются новые угрозы. Понимаете, мир движется, по-моему, сейчас в неправильном направлении. Понимаете, ведь конфликт между двумя государствами мир изменил настолько, насколько уже никогда не станет прежним. Как лидеры европейских государств говорят, лафа кончилась, комфорт кончился. Вот это вот беспечное проедание кончилось. Надо считать каждые копейки, надо считать каждый кубический метр газа, надо считать каждую каплю бензина.
Надо все считать, надо деньги считать. Не только надо деньги считать, сегодня уже, наверное, каждое зернышко считает, как известно в мультфильме, помните, да? Дюймовочка. Дюймовочка, да? Вот. Ну, если там по ползернышка, это не так уж и много. А если умножить на 365 дней, это получится 182,5. А это уже немало. Это уже немало. Поэтому надо уметь считать. Поэтому вчера на заседании комитета я говорил, перестаньте получать долги. Каждый долг, вот за последние, скажем, 9 месяцев, каждый раз мы получаем долги. А народ аплодирует. Ой, повышается пенсия, повышается зарплата. Дорогие мои, повышается за счет твоего ребенка, твоего внука. А не будет расплачиваться. Как? За счет чего будет расплачиваться? Они не считают этого. Поэтому это тоже политический уровень, социальный уровень нашего общества. Ой, жақсы болды. Эмнеге жақсы болды, бүгін жақсы болды, а ертең эмне болады? Вот очень хорошо ты чувствуешь, а завтра что? Ты можешь представлять себе? Нет, не могу представлять. Мир другой. Еще раз говорю, мир изменился. Мы, кыргызы, должны быть готовы к тому, что буквально вчера не было на пороге вот этих вот бедствий, а сегодня уже мы ожидаем эти бедствия. Мы должны быть готовиться, мы должны быть готовы к этим новым каким-то там вызовам. А мы готовы? Нет. Чем мы занимаемся? Сабантуйчики, юбилейчики, фейковщики, и посадить кого-то, поймать кого-то, привести кого-то там, связать кого-то. Извините меня. Изъять конфискованное. Да, изъять конфискованное, кустуравыз, куда кустурасын, сам знаю, сколько в мой карман попадет, сколько в государственную казну попадет, будет решать только 3 человека, там 4 человека. Это не государство уже. Это уже не государство. Народ должен четко понимать, что мы теряем государственность. Мы теряем это. В свое время, опять-таки ссылку делаю на Акаева, из истории нашего парламента, во 2-м созыве. Акаев пришел в парламент, просил 3 миллиона сомов дополнительных. Для чего, вы думаете? Для того, чтобы улучшить быт и оснащение СГО, службы государственной охраны. Мы, депутаты, так завозмущались. Неужели вам не хватает столько там охранников? От кого вы охраняете? Он быстро встал, сказал, я прошу прощения, извините, я согласен с вами, я отказываюсь от этих. И ушел. Понимаете, какая культура? Какая взаимная ответственность? Как культурно парламент возразил? И как вовремя и очень культурно, достойно президент отказался. Сегодня вы можете себе представить такую картину? Сегодня вы говорите, открывает там здание, и каждый раз говорит внебюджетный. Извини меня, если самый секретный орган, каковым является Комитет по безопасности, государственной безопасности, за счет кого тогда строится? За счет спонсоров, что ли? А эти спонсоры просто за красивые глаза? Извините. Рыночная экономика, ты мне, я тебе. Что в результате, какие торги идут, нам неизвестно. Как Садыр Джапаров говорил, куда мы продали, почем продали, кому продали, не ваше дело. Извини меня, это же национальное достояние, это же народное богатство. Разве мог себе представить такое заявление сделать ни Акаев, ни Бакиев, ни Атамбаев? Никто не имели права такое делать, и никогда и не делали. Потому что они понимали, что такое государство. Вы согласитесь со мной, наверное? И при этом вчера на комитете по бюджету представитель президента в парламенте просит депутатов рассмотреть вопрос о бюджете фонда президента за закрытыми дверями. Я в начале нашей работы говорил, 2 миллиарда 800 миллионов сомов. Я так говорю, что карманные расходы. 2 миллиарда 800 миллионов сомов. В то время, когда на всю ирригационную систему, а у нас аграрная страна, выделили, и каждый день практически там об этом поют через КТР, 1 миллиард сом.
Извините меня, это аграрная страна. Это 7-миллионное население. 1 миллиард сом выделяется на растительную систему, на улучшение растительной системы. Еще 1,5 миллиарда выделяется для приобретения сельхозудобрения. Итого на поддержку аграрной страны, на аграрный сектор из бюджета выделяется 2,5 миллиарда сомов. Тогда, когда на карманные расходы президента выделяется 2 миллиарда 800 миллионов. Куда это годится? Извините меня. Что за явление? Как мы должны относиться после этого? О чем мы должны говорить после этого? Значит, если об этом заговорил Мадумаров, надо что делать? Мочить, как он выражается. Да? Надо объявить его кем? Предателем. Надо объявить его кем? Эльбузар. Вот это и есть сегодняшняя политика вся. К сожалению. Она настолько противная политика, к сожалению. Но что поделаешь, кому-то надо делать, кому-то надо говорить. Кто-то должен все равно донести до общества то, что происходит у нас в стране. Не всем же сидеть на сабантуйчике и пить кумыс. Спасибо. Вам спасибо. Спасибо большое, Дахан Кимсанбаевич, что пришли к нам сегодня на эфир. Ну, а пользуясь случаем, я приглашаю депутатов Джурку Кенеша также посетить нашу студию. Некоторые из них говорят, что мы зовем к себе в гости только оппозиционеров. Да пригласите, позицию пригласите, задайте эти вопросы. Так вот, пользуясь случаем, приглашаю. И не отказывайтесь, пожалуйста, в следующий раз. Они, кстати, отказываются. Ну, как будто ждали, да? Все, спасибо большое, всего доброго, Вам до свидания. спасибо.